Происшествия, которые произошли в Таджикистане и о которых нужно услышать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какими шокирующими событиями обозначились последние дни. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Родителей школьников, забросавших яйцами однокласснику, наказали. 3 ноября в соцсетях было выложено видео, где запечатлено, как несколько школьников, шутя, разбивают яйца о голову одноклассницы. Как сообщает пресс-центр Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе, данное видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. ин навор рӯзи 3 ноябри соли ҷорӣ дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид, тавре ки мебинед як гурӯҳ хонандагон шӯхикунон дар сари талабаи дигаре тухм мешикананд. Чунин амалу рафтори толибилмон мавриди вокунишҳои гуногуни шаҳрвандон ва истифодабарандагони шабакаҳои интернетӣ қарор гирифта, аз мақомоти милитсия хостори андешидани чораҳои таъсиррасонӣ қонунӣ шуданд. В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел 28 сентября текущего года, а герои видеоролика являются учащимися старших классов одной из столичных школ. Было установлено, что таким образом разбиванием куриных яиц школьники якобы поздравили свою одноклассницу с днем рождения. Запечатлили это действие на камеру телефона, через месяц выложили в интернет. В отношении родителей школьников были составлены административные протоколы, материалы переданы в суд для принятия законных мер. Как вы относитесь к такому поздравлению? Где дети могли такого нахвататься? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А под Петербургом правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека в результате несчастного случая на стройплощадке. Инцидент случился во Всеволожском районе Ленинградской области. Тело молодого строителя нашли его коллеги. Они же вызвали на место ЧП полицию и неотложку, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть, сообщает Петербургская газета. Согласно данным представителей органов внутренних дел, сообщение о том, что на стройке многоквартирного жилого дома на улице Шувалова в городе Мурино обнаружено тело рабочего, поступило в дежурную часть около 7:30 вечера минувшего воскресенья, 6 ноября. Тело было найдено на уровне 4-го этажа здания. Прибывший на место наряд полиции установил, что потерпевший 26-летний гражданин Республики Таджикистан погиб после падения с высоты в лифтовую шахту. Известно, что в Россию погибший приехал в феврале текущего года с целью трудоустройства. Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента. По информации некоторых СМИ, трагедия произошла на стройке жилкомплекса «Лампо». Данный ЖК – проблемный объект компании «Петрострой». В настоящее время дом достраивается на средства из фонда помощи обманутым дольщикам. Как вы относитесь к этим ситуациям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, почему они произошли у нас? Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.